В соответствии с законом об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории республики с 1 мая нынешнего года собственники жилья будут платить взносы в фонд капитального ремонта. А размер и порядок перечислений сегодня обсудили на парламентском часе с участием депутатов Государственного собрания Илтумен и городской думы. Собственники жилья теперь будут платить взносы ежемесячно в структуре своих затрат, жилищно-коммунальных затрат. И в Республике Саха-Якутия установлен минимальный взнос. Он самый низкий по Российской Федерации. Это 3 рубля с квадратного метра на деревянный фонд и 3 рубля 50 копеек на каменный фонд. При этом наиболее крупный размер взноса в Красноярском крае – 10 рублей с квадратного метра. Средствами в республике будет распоряжаться региональный оператор. Также будет осуществляться софинансирование из государственного бюджета и фонда реформирования ЖКХ. Кроме этого, на ремонт будут перечисляться средства от экономии энергоресурсов. В ходе обсуждения депутатами было отмечено, что новые отчисления придется платить в том числе собственникам, проживающим в домах с большим износом, но еще не признанных аварийными. Насколько справедлив такой подход? Мы именно из этого исходили, что федеральное законодательство в любом случае будет совершенствоваться дальше, поэтому вот на эту трехлетку мы установили такой небольшой платеж за капремонт. В любом случае будет наверняка методология меняться, она будет совершенствоваться, и то, что сейчас сравнительно небольшой платеж, самый маленький в России у нас действует, это как раз с нашей точки зрения снизит те возможные негативные социальные последствия, которые могут возникнуть в процессе совершенствования этой законодательной базы. Таким образом, за счет сбора средств с новостроек будут ремонтироваться более старые дома. В рамках республиканской программы создан список очередности по ремонту жилья на ближайшие 30 лет. Однако предусмотрена возможность проведения досрочного ремонта за счет заемных средств. В этом случае сбор по данному объекту будет перечисляться на уплату процентов. Депутатов также озаботил вопрос по контролю качества ремонтных работ. Сегодня много вообще-то писем приходит, что даже тот капитальный ремонт, который проводится сегодня, и уже очень много претензий, прокуратура пишет. Кто будет подписывать акт о приеме? Работа будет заниматься заказчиком в виде или регионального оператора, или в виде собственников, если собственники сами капитального проводят. Но учитывая, что сами эти собственники жилья, в том числе дома, должны участвовать, мы будем включать их в те комиссии, которые будут принимать работу. Согласно программе ремонта на 30-летний период в список включено 6885 многоквартирных домов. К сносу запланировано 1871 дом. Всего на реализацию программы в нынешнем году предусмотрено 750 миллионов рублей.